Объявлена причина задержания Саида Амини Пирмухаммадзода. Министр юстиции не стал комментировать информацию об избиении его сыном задержанного таджикского блогера. Власти Сфары приступили к восстановлению жилых домов, разрушенных в результате конфликта на границе. Таджикский журналист Завкибек Саид Амини задержан по подозрению в сотрудничестве с партией Исламского возрождения и группой 24. Другой журналист Абдусатур Пирмухаммадзода задержан за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал ответственный сотрудник Генпрокуратуры Таджикистана Шариф Курбонзода. Он сообщил, что 13 июля в отношении Завкибека Саид Амини было возбуждено уголовное дело. 13 июля текущего года Следственное управление МВД в отношении Завкибека Саида Амини возбуждено уголовное дело по статье 307, часть 2, пункт 3 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан» начато предварительное следствие. Дальнейшее расследование определит окончательное обвинение, добавил Курбонзода. Он также сообщил, что в ходе следствия была установлена связь Завкибека Саида Амини с партией Исламского возрождения и группой 24. Относительно задержания Абдусатура Пирмухаммадзода представитель Генпрокуратуры сообщил, что он был задержан 9 июля сотрудниками УВД по городу Вагдад за неповиновение требованиям сотрудника полиции. В настоящее время он находится там, то есть в управлении МВД по городу Вагдад. Предварительные материалы собраны и подготовлены, но окончательное решение еще не принято. До 19 июля он остается под стражей, сказал Курбонзода. Ранее базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов призвал власти Таджикистана сообщить о местонахождении задержанных блогеров Завкибека Саида Амини и Абдусатура Пирмухаммадзода и немедленно освободить их. Гульноза Саид, координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии, в опубликованном 14 июля официальном заявлении отмечает, что держать в тайне местонахождение задержанных блогеров неприемлемо является откровенным игнорированием законодательства страны и попыткой попрепятствовать освещению неприятных для властей тем. Министр юстиции Таджикистана Музафар Ашурион не стал комментировать информацию об избиении его сыном задержанного таджикского блогера Далери Имамали. 14 июня известный журналист и блогер Далери Имамали был задержан сотрудниками правоохранительных органов и допрошен в течение 5 часов в здании прокуратуры района Шох-Мансур города Душанбе. Блогер утверждает, что во время допроса был избит следователем. Некоторые журналисты написали в соцсетях, что блогер подвергся избиениям со стороны следователя, сына министра юстиции Музафара Ашуриона. Глава Минюста на пресс-конференции в Душанбе 15 июля не подтвердил и не опроверг информацию о том, что его сын причастен к избиению блогера. Этот вопрос касается следствия, которое проводит прокуратура. Об этом можете спросить у руководства прокуратуры. Прошу задавать вопросы, касающиеся только нашего ведомства, сказал Музафар Ашурион. Власти в Сфаре приступили к восстановлению жилых домов, которые полностью или частично были разрушены в результате конфликта, произошедшего на таджикско-кыргызской границе в ночь с 27 на 28 января этого года. Об этом мэр города сообщил на встрече с журналистами. По официальным данным, в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе были полностью или частично разрушены 52 жилых дома. Хукумат города Исфары ранее сообщала, что сумма ущерба составляет 1,5 миллиона сомони. Мэр Исфары Бахаведдин Бахадурзода на встрече с журналистами заявил, что местные власти намерены поскорее восстановить разрушенные и поврежденные жилища жителей приграничья. В результате январского конфликта больше всего пострадали жители сельских джамуатов Чоркух и Сурх. Мы приступили к восстановлению домов, которые пострадали в результате конфликта 27 января 2022 года. В настоящее время ремонтируются поврежденные дома жителей джамуата Чоркух. Ремонтные работы завершатся в ближайшие дни. Сейчас идет строительство 2 домов, которые сгорели дотла. Мы постараемся завершить строительные работы в ближайшее время, сказал Бахадурзода.